Пляжный отдых в Польше – занятие весьма специфическое, но если уж вам удалось застать реально жаркие дни на побережье Балтики, то наверняка вы будете рассматривать Сопот как один из вариантов для поездки на море. И в этом небольшом ролике я покажу, что вас может ожидать на этом небезызвестном польском курорте. Начать стоит с того, что Сопот красив в любое время года. Кроме моря, здесь хватает других достопримечательностей, поэтому даже в пасмурный день турист найдет чем заняться. Но если на улице солнце и отметка термометра уверенно держится на уровне 25-30 градусов, этот городок заполняется огромным количеством отдыхающих не только из Польши, но и из близлежащих стран – Германии, Дании, Швеции и так далее. Поэтому легкой прогулки, особенно если вы на авто, точно не ждите. В принципе, пробки, забитые парковки и толпы людей на пляжах и в окрестностях создают сложности в любом популярном месте. Но Сопот в этом плане можно отнести к хорошим примерам организации инфраструктуры и городского пространства. Здесь есть длинная пешеходная улица с заведениями на любой вкус, большая площадь, где любят давать представления уличные артисты, несколько красивых скверов с фонтанами, парк, площадка для концертов и, конечно, знаменитый пирс, являющийся одним из главных мест притяжения в Сопоте. И в какой-то момент, видимо, людей стало приезжать настолько много, что вход на него в высокий сезон решили сделать платным. С парковками в городе ситуация весьма интересная. Обычные городские парковки вдоль дорог являются бесплатными в выходные и праздничные дни. И, понятное дело, найти свободное местечко здесь супер сложно. Так же, как и на частных платных парковках на первой линии от моря в жаркий день. Тем не менее, город как может содействует повышению комфорта автомобильных путешественников и открывает новые паркинги, а в летний период даже организует бесплатную стоянку около спортивной арены в паре километров от центра Сопота с подвозом людей на маршрутках. Пляжи Сопота не зря являются одними из лучших в Польше. Чистый белый песок, аккуратные кафешки, стильные детские площадки, симпатичные зонтики с лежаками и непосредственно море создают неповторимую атмосферу. Да, здесь часто бывает многолюдно, но когда на улице за 30, то на это уже не особо обращаешь внимание. Единственное, что может подпортить настроение, это качество воды, которое иногда имеет свойство засоряться водорослями. Все пляжи Сопота принадлежат городу, и попасть на них может любой желающий абсолютно бесплатно. А при наличии и желании потратить деньги, здесь можно арендовать место под зонтиком, доски для плавания, взять на прокат водный мотоцикл или научиться виндсерфингу. Есть множество площадок для пляжных видов спорта, детские развлечения и, конечно, заведения общепита. Посидеть с охлаждающим коктейлем у самого моря всегда приятно. А вот за едой лучше присматривать, так как местные чайки никогда не прочь полакомиться остатками вашей порции. Проблем с мусором, к слову, на пляже нет. Урны встречаются достаточно часто и регулярно убираются работниками. С туалетами здесь также все в порядке, с тем единственным нюансом, что они платные. Впрочем, как и на большинстве других пляжей. Главное, чтобы заработанные деньги направлялись в нужное русло. И в Сопоте, судя по всему, именно так и делают. Летний Сопот при должной подготовке и организации досуга однозначно заслуживает того, чтобы быть на верхних строчках рейтинга морских курортов Польши. А городские власти могут по праву гордиться своими успехами в области туризма и не только. Смотрите другие мои ролики о польских городах и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного.